Добрый день, друзья! Я уже более 2 месяцев переписываюсь с самыми компетентными органами Казахстана по поводу выборов, прошедших в Селиах-Шоқы Абайской области. Дело в том, что эти выборы, по моему видению, прошли без выборов. Из 3 кандидатов только одного сельчане знали. Остальных 2 вообще никто о них ничего не знал. Так, в этом вопросе судебная коллегия города Симпаньска поставила свою жирную точку без возможности опровержения. Однако, несмотря на это, я, углубляясь в эти выборы, пришла к выводу, что вообще в селе в этом выборы происходили всегда таким странным образом при этом акиме. Выборы в 2021 году он проиграл, кажется, но, назвав те выборы выбором резерва акима, он остался на своем посту. Выборы в этом году тоже прошли вот таким интересным образом. Так, он набрал 244 голоса из 333. Тем неизвестным кандидатам тоже были отданы голоса 43 и 38. То бишь, значит, люди хотели все-таки перемен, раз выбирали неизвестных лиц. Все это происходит на фоне того, что есть ограничительная норма в законе. Закон 2001 года, закон о государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан, статья 36, пункт 2 гласит: одно и то же лицо не может быть избрано акимом одного и того же города районного значения, села, поселка, сельского округа более 2 раз подряд. Однако действующий аким, о котором я веду речь, действует на протяжении последних 16 лет. То есть он является уже бессменным лицом в этом селе. По этому поводу я написала в компетентные органы. Ответ мне пришел из ТИК. Сейчас я процитирую. Действующий аким был впервые избран путем прямых выборов в 2021 году, а второй раз в 2025 году. Таким образом, избрание акима на текущий срок не противоречит требованиям действующего законодательства. Кавычки закрываются. Здесь налицо неверное трактование данной нормы закона. Ведь в ней не сказано ни одного слова ни о механизме, ни о формах избрания. В ней четко сказано, что лицо не может быть избрано 2 раза подряд. Они, дополнив эту норму словами «избран путем прямых выборов», полностью меняют смысл закона. То есть смысловая нагрузка, она полностью изменена. В данном случае он не является нарушителем, а полностью вписывается в эту норму. Однако это не так. При этом я хочу подчеркнуть, что я к ТИКу с таким вопросом не обращалась, понимая, что они некомпетентны в этом вопросе. Они почему-то не ответили по существу на заданные мной вопросы, они почему-то решили ответить мне на этот вопрос. Я по этому поводу написала жалобу в прокуратуру, однако прокуратура мне не ответила, они просто скопировали ответ ТИК и опять мне его направили. Вот пока прокуратура бездействует, не отвечает, игнорирует, значит, приходится отвечать таким вот органам в виде ТИК. В этом случае вот мне на ум приходит такой стишок. Я немножко его перефразировала. В Абайской области закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так. В данном случае видно, что этот стишок четко подходит под эту ситуацию. Знаете, в этот момент, да, наверное, даже было бы понятнее, если бы они это делали специально. Понятно, что защищают, лоббируют. Ну, а если они это делают по незнанию, то, конечно, тут немножко становится грустно и даже страшно. Они, вероятно, не понимают, что такими своими действиями наносят непоправимый ущерб авторитету действующей власти, дискредитируют ее. И хочется закончить с такими словами. Было бы все это смешно, если бы не было так грустно. До свидания. Пока.